ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 15:00. В здании администрации проходит заседание антинаркотической комиссии. Основной вопрос круглого стола – как снизить спрос на наркотические вещества. Василий Завьялов, заместитель руководителя администрации, представляет брошюру о вреде алкоголя и предлагает распространить это издание по городу. Но кому же его адресовать и кто находится в зоне риска? Общественница Валентина Портная отвечает на этот вопрос цитатой Елены Кругловой, руководителя реабилитационного центра для наркозависимых. Сегодняшнее лицо наркомана – молодое, обаятельное, образованное. Мы работаем с наркоманами уже 14 лет. И если раньше это были дети из проблемных семей, криминальные, с бунтом в душе и лидерскими качествами, то сегодня все чаще это дети из очень благополучных семей. Представитель управления культуры и физкультуры и спорта выступает с докладами. Именно на них возложена самая важная и ответственная миссия – предотвратить знакомство детей с психотропными веществами. Сухие цифры говорят об одном – молодежь удается заинтересовать. Благодаря большому количеству спортивных мероприятий в прошлом году к активному отдыху привлечено около 32% населения. Мы находим новые формы тоже ищем. Это позволяет сохранять вот этот тонус на старом ресурсе работать. Дети сегодня современные, развитые, и хочется новое. Многие присутствующие считают, что одна из угроз широкого распространения наркотиков – это увеличивающаяся общественная терпимость к ним. Поэтому появляется предложение подвергать уголовной ответственности не только распространителей опасных веществ, но и тех, кто их употребляет. Но так как принять данное решение местные власти не могут, то появляется новая задумка – на базе Центра временного пребывания лиц, не имеющих постоянного места жительства, создать временное содержание лиц в состоянии опьянения. Причем не только алкогольного, но и наркотического. Однако у этой идеи находятся ощутимые изъяны. Очень это скользкая тропинка, потому что, еще раз говорю, за алкогольным опьянением могут скрываться многочисленные поражения органов и систем людей, да, то есть замаскировавшись по алкогольное опьянение могут оказаться черепно-мозговые травмы с последствиями, субарахноидальными или эпидуральными кровоизлияниями, да, это могут быть инсульты, это могут быть инфаркты, да, алкоголь смазывает эту картину, привезя в аэропорт человека, где ему не будет оказана специализированная медицинская помощь, причем она даже идет не по программе наркологии, а по программе токсикологии или общей терапии, да, то в этом нет никакого смысла. Во избежание смертельных исходов Дарья Резникова предлагает создавать токсикологические отделения временного содержания с привлечением врачей, работающих именно в этой области. Присутствующие отмечают важность подобного решения, потому что люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ради продолжения веселья часто идут на преступления. И с каждым годом ситуация не улучшается. На рынке появляется все больше веществ, которые употребляют в качестве наркотика. Этим пользуются преступники и травят в первую очередь молодежь, причем за их же деньги. Я вам скажу, чтобы сказать примерно цифру, курят все. Все поголовно и повсеместно. Это, как правило, осознается только когда удивленные родители или удивленные сестры говорят, что он не мог, или он не такой, или он спортсмен, или он занимается техникой или рисованием. С этим планируется бороться с нескольких сторон. Выявлять так называемых торговцев смертью, а также продолжать профилактику. Чтобы детям и подросткам было не до наркотической нирваны, чтобы у молодежи были реальные радости. Но никто, ни администрация, ни другие госструктуры не смогут справиться одни. Горожанам придется занять активную позицию, если хочется светлого будущего для своих детей.